Привет. Сегодня погружаемся в историю Центральной Азии, в такой бурный период, когда империи рушились, народы сменяли друг друга. У нас тут разные исторические обзоры, выдержки. Да, источники позволяют составить картину, вот по ним и попробуем распутать этот клубок. Как древние тюрки ушли со сцены, как взлетели и упали Кара-Китаи, ну и как все это, в общем, подготовило приход Чингисхана. Именно. Разберем, что там происходило на Тяньшане, что на Енисее. Да, это эпоха, конечно, тектонических сдвигов. Точно. Мы посмотрим, как Кара-Китай, это, монголоязычный народ, остатки империи Ляо из Китая, как они пришли на смену тюркскому караханитскому каганату. Ага. Потом, как их подкосил внутренний кризис, ну и действия найманов, там Кучлук этот. Да-да, про него еще поговорим. Вот, и как регион вошел в Монгольскую империю. Но совершенно разными, просто кардинально разными последствиями для Тяньшаня и, скажем, Енисея. Хорошо, давай тогда с фона. Караханиды. Была же мощная держава на Тяньшане? Была. Х-12 век — это их расцвет. Но к началу XII века, да, ослабли. Внутренние неурядицы, давление соседей. И тут появляются Кара-Китаи. Кто они, откуда? Это кидане. Те самые, что создали империю Ляо в Северном Китае. Их разгромили чурчжэни, это другой народ, в 1125 году. И вот часть киданий во главе с таким Елюем Даши ушла на запад. Ага. Они сохранили свое имя – Китай, отсюда, кстати, русское название Китая пошло, завоевали Семиречье, земли ослабевших караханидов, и создали свое государство – Западное Ляо. Глава у них назывался Гурхан. И как они правили? Жестко. Но они не стали все ломать. Ввели дань. Кочевники платили динар с семьи. Это, ощутимо было. А города, как Баласагун, например, отдавали десятину с доходов или урожая. В общем, наложили руку, но не разрушали до основания. Вроде бы установился какой-то порядок. Но, как обычно, ненадолго. Что пошло не так? Найманы ты упомянула. Да, найманы – это ключевой момент. В 1208-м Чингисхан их разбил у себя в Монголии, и их царевич Кучлук бежал Куда? на запад к каракитайскому Гурхану, и тот его принял, даже на службу взял. А Кучлук, оказался интриганом. Хитрый был. Очень. Он видел, что у Гурхана дела плохи, была неудачная битва с Хорезмшахом, это правитель южного государства, на реке Талас в 1210 году. И после этого каракитайское войско взбунтовалось Войско? против своего же правителя. Да. И более того, они осадили и разграбили собственную столицу, Баласагун. Представляешь, город 16 дней отбивался от своей же армии. Это же, полный крах власти. Ого, вот это поворот. Собственная армия грабит столицу. Да. И Кучлук, значит, понял, что вот он шанс. Точно, тут же в 1210-м захватил казну Гурхана. А через год и самого Гурхана пленил. Фактически захватил власть. Узурпатор. Именно. Но правил он недолго и, так сказать, очень неудачно для себя и для населения. Он же был, видимо, несторианином или буддистом, а большинство там мусульмане. И он начал их притеснять. Религиозные гонения. Да. Заставлял переходить в свою веру. Устраивал унизительные диспуты. Народ был в ярости. И вот тут-то они стали ждать монголов Чингисхана уже как избавителей. Вот так ирония. Бежал от Чингисхана и сам же ему все подготовил. Получается так. Сам создал ситуацию, когда монголы могли прийти на все готовое. И вот они пришли. Как их встретили на Тяньшане? Именно как освободители от Кучлука. В 1218 году монгольский полководец Джебе Нойон, он преследовал Кучлука, вошел в Семиречье, и первое, что он сделал, объявил свободу вероисповедания. Умно. Очень умный ход. И города, включая тот же Баласагун, просто открыли ворота, без боя. То есть, смотри, само нашествие монголов на Тяньшань прошло почти бескровно для местного населения, хотя, конечно, хозяйство уже было подорвано этим хаосом при Кучлуке. Понятно. Значит, здесь монголов, можно сказать, ждали. Но империя-то огромная. А севернее, на Енисее, жили киргизы, тоже тюрки. Как у них сложилось? А вот там совершенно другая история. Просто трагедия. Енисейские кыргызы, они к тому моменту были раздроблены, единого государства не было. Ага. Они подчинились монголам вообще без боя.
Еще в 1207 году туда пришел отряд Джучи, старшего сына Чингисхана. То есть сначала вроде тоже мирно. Вроде бы да, но потом, уже позже, в конце 13 века, это 1273-1293 годы, кыргызы восстали, попытались сбросить иго. И что? Восстание подавили. Но как? С исключительной жестокостью. Монголы не просто их разбили, они начали кыргызов принудительно расселять по разным землям. Расселять. То есть разрушать их единство. И именно, чтобы сломить сопротивление. И в 1293 году все кыргызская государственность на Енисее была ликвидирована. Окончательно. Да. Вот тебе и разница. Для одних освободители, для других разрушители. Поразительно. Итак, оба региона вошли в империю Чингисхана, а после его смерти в улус, владение его сына Чагатая. Да, в улус Чагатая. Что это означало для жизни людей? Там стабильность пришла? Какая там стабильность? Начались бесконечные войны между самими чингизидами, междоусобицы. И для цветущих оазисов Тяньшаня это была катастрофа. Города пострадали. Очень сильно. К концу XIV века многие города и поселения в Чуйской, в Таласпе долинах просто лежали в руинах. Кочевая знать монгольская, она часто превращала пашни, сады просто в пастбища. Им нужны были пастбища для скота. То есть упадок оседлой культуры. Да, серьезный упадок. Плюс шло переселение. На богатые пастбища Тянь-Шаня переселяли монгольские племена, алтайские. Этническая карта менялась. А что дальше? Улус Чагатая ведь тоже не вечен. Не вечен, конечно, он распался. На его территории возникло государство Могольстан. Там правила одна из ветвей чингизидов. Но и ему, так сказать, не повезло. Еще кто-то пришел. Тимур, Тамерлан. В конце XIV века он прошелся по этим землям огнем и мечом. Его походы просто опустошили целые районы Приса-Кулья, долину Или, Тянь-Шань. Это был страшный удар и по Моголистану, и по остаткам городской культуры. Давай-ка пробуем собрать картинку. Значит, караханиды слабеют, приходят кара-китаи, строят свою империю, а нарушатся тут и внутренние проблемы, и вот эта авантюра Наймана Кучлука. Да, он катализатором послужил. Это открывает дорогу монголам Чингисхана. И вот ключевое, встречают их по-разному. На Тяньшане почти как спасители от Кучлука, а на Енисее их приход в конечном счете означает уничтожение государственности кыргызов. Именно так. А потом уже под властью чингизидов вроде бы единая империя, а на деле постоянные войны, разорения, нашествия Тимура. Все это, конечно, привело к упадку оседлой цивилизации, к большим демографическим сдвигам. История региона в этот период — это такой, знаешь, калейдоскоп взлетов и падений. Очень драматичный. У одних Тяньшань, опыт избавления от тирана, пусть и потом тяжело было, а у других Енисей опыт уничтожения государственности, рассеяния. Как это могло повлиять на их дальнейшую историю, на их самосознание? Вот над этим точно стоит подумать. Да, это очень глубокий вопрос. Историческая память — вещь сложная.